Интернет вещей, нанотехнологий, цифровое образование и развитие электронной коммерции. Современный мир стоит на пороге масштабных изменений в повседневной жизни людей и экономике целых регионов. Уже сейчас эксперты называют эти перемены четвертой индустриальной революцией, вписывая их в последовательную историю предыдущих технологических взрывов. Каким образом они сказываются на внутренних процессах в республике, на развитии казахстанской науки и технологий, мы рассказываем в специальной программе «Цифровой Казахстан». В этом выпуске мы поговорим о том, как технология блокчейн может изменить жизнь каждого казахстанца, почему больше не понадобятся привычные всем трудовые книжки и как узнать путь лекарства от производителя до потребителя. В последние годы новые технологии резко изменили образ жизни миллионов людей на Земле. Но цифровая революция на этом не заканчивается. Она только начинается. По крайней мере, так думают создатели новейшей электронной технологии блокчейн. Ее называют прорывом на уровне изобретения интернета, а ее широкое применение может изменить правила функционирования всего мирового сообщества. Технология блокчейн применяется в различных сферах, то есть в медицине, в образовании, в государственном секторе. То есть где нужна записываться информация, которая не изменяется, которая децентрализована. В первую очередь эта система позволяет обходиться без централизованного управления многими общественными процессами. По сути, это база данных, которую заполняет не одна организация, а сотни и даже тысячи человек одновременно. Герман Греф говорил, что технология блокчейн изменит мир. Если говорить дословно, переводить слово блокчейн, оно переводится как цепочка блоков. Это технология, в которой распределенная база данных. Грубо говоря, это бухгалтерская книга, книга учета, в которой можно хранить любые данные, которые можно записать на бумаге. Но они защищены шифрованием, и взломать их практически невозможно. Еще одно отличие этой базы данных от многих других в том, что любая информация, однажды попав в нее, уже никогда не может быть удалена или изменена. То есть те транзакции, которые происходят, они будут, их нельзя подделать, их нельзя изменить. То есть они из себя представляют достоверный реестр. То есть не нужно никаких третьих лиц, которые бы сертифицировали весь процесс. Основная концепция новой технологии – работа без посредников, то есть необходимая информация сразу достается адресату, минуя различные организации и системы. Мы для того, чтобы оплачивать какие-то контракты, мы использовали то есть целую цепочку, там бизнес-процесс был достаточно длительный, и на то, чтобы закончить от начала до конца весь акт подписания этих договоров, там, соответственно, взаимного согласования и так далее, уходило порядка, грубо говоря, чуть ли не недели. Вот. После того, как ввели в эту цепочку блокчейн, ставили, так как один из компонентов, или пересмотрели эти все бизнес-процессы, теперь это занимает буквально несколько минут, условно говоря. В Казахстане впервые серьезно заговорили о блокчейне около года назад, а уже сегодня с ее помощью оптимизируются многие бизнес-процессы. Например, при автономном кластерном фонде Алматы Tech Garden занимаются разработкой специальной программы, благодаря которой уже в скором времени механизм начисления НДС планируют автоматизировать благодаря платформе на базе блокчейна. Мы планируем включить в эту систему все банки второго уровня Казахстана плюс комитета госдоходов. Это означает, что все эти участники будут в онлайне видеть все изменения между участниками и со всеми товаропроизводителями и потребителями услуг и товара. Соответственно, если ранее были какие-то изменения и недочеты между конкретными двумя или тремя товаропроизводителями и услуг потребителями, то сейчас это будет невозможно, потому что центральная система будет дублировать все эти записи в онлайне, используя особенности технологии блокчейн. В первую очередь проект выгоден государству, ведь благодаря этой программе удастся отслеживать все налоговые отчисления. По планам правительства такая прозрачная система позволит не только дисциплинировать предпринимателей, но также существенно увеличить пополнение в республиканский бюджет. Предполагаемый эффект, который сегодня заявлен Министерством финансов, это около 1 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет. И с другой стороны, это более правильный возврат
НДС. Потому что, когда идет товары на экспорт, да, идет возврат по НДС. То есть, когда вот эти все системы упорядочены, нет никакой коррупционной составляющей, то есть и бюджет в итоге будет получать свой положенный 1 триллион дополнительно к тому, что он получает. Эта система выгодна и бизнесменам, так как она обеспечит своевременный и практически моментальный возврат НДС. К тому же отпадет процесс рутинной бумажной работы, вроде отчетов, что сэкономит предпринимателям как деньги, так и время. Система позволяет точно управлять возвратом НДС. Сейчас его практически нет. То есть для бизнеса большое преимущество в том, что он, не обременяя себя никакими дополнительными действиями, может получить возврат НДС по определенным условиям, если он все соблюдает. Еще один масштабный проект из этой области, который планируется внедрить в бизнес-систему уже в начале следующего года – электронно-цифровая трудовая книжка. Технология избавляет сотрудников и работодателей от всех недостатков бумажного документооборота. Также отпадает необходимость проверки записей, потому что подделать их невозможно. Это позволит новым работодателям быстро проверять послужной список соискателей и решать, стоит ли приглашать человека на собеседование. Мы идем к тому, чтобы HR не занимался рутинными задачами не с документами, а бумагами, обзвонами, проверка данных, чтобы у него был просто инструмент, где он заходит, четко видит, что вот этот сотрудник работал в таких-то компаниях, и он знает, что это достоверная информация, и чтобы он, смотря на эту информацию, уже принимал какие-то решения. Но чтобы не было так, что он 90% времени проводит на обзвоне, проверке документов, и далее 10% времени на решении задач. Также HR должен работать над коллективом, над управлением сотрудников, но не над бумагами. И главное, вообще, наша цель нашей компании – это избавиться полностью от, документооборота, чтобы не было бумаг, все было в цифровом виде, потому что мы идем к цифровому Казахстану. В планах разработчиков электронной цифровой трудовой книжки собрать единую базу всех работающих казахстанцев. Компаниям это облегчит процесс поиска сотрудников, а государство сможет вывести достоверную статистику о состоянии рынка труда. Создатели проекта также потрудились и над разработкой интерфейса, чтобы тот был интуитивно понятен каждому. Здесь вы видите страницу профиля пользователя. Здесь есть все данные о данном сотруднике, то есть его личная информация, компетенции, личные качества. Также тут отображена история работы и история заработной платы. Также компания имеет возможность оставить отзыв о сотруднике, это может быть положительный, также отрицательный. Дальше здесь есть сертификаты и также сотрудники, кто имеет эти сертификаты. То есть полная информация о компаниях, а также их сотрудниках. Применение системы блокчейна может быть и не таким затратным, но так же, как и все проекты, основанные на этой базе, приносит пользу обществу. В планах разработчиков создание целого ряда мобильных и веб-приложений по отслеживанию тех или иных товаров, например, продуктов питания или медикаментов. Было бы неплохо сделать так, чтобы человек, приходя в аптеку, к примеру, мог сканируя штрих-код, посмотреть, на самом деле это то лекарство, которое он покупает, не фальсификат ли это, может быть, даже историю. Например, здесь блокчейн-сценарий был бы очень хорош. Да? То есть производитель, покупатели, аптеки, магазины и так далее, они все имели бы доступ, и покупатели в том числе имели бы доступ к такой информации. И мы бы могли проследить всю историю жизни этой пачки с лекарствами от производства, от момента производства реактивов, например, из которых оно делается, и до момента непосредственно продажи на прилавок. Применять такую базу данных планируют и в системе здравоохранения, а именно ввести цифровую историю болезни каждого пациента, где каждая запись, сделанная разными врачами, автоматически хранится в одном месте. Блокчейн также может облегчить работу и коммунальным службам. Так, при потреблении определенного количества электроэнергии интеллектуальная цепочка блоков автоматически сможет перевести данные счетчика в базу электросети, получив обратную связь в виде счета, который тоже будет оплачен автоматически. Этот механизм называется «умный контракт», и возможности их применения практически безграничны. Также применяется в таких направлениях, как интернет вещей,
когда очень много девайсов, которые подключаются в единую сеть, и также вот само удостоверение, что этот девайс действительно там принадлежит, также делается, авторизация делается через блокчейн. То есть очень много различных приложений, и блокчейн становится одной из таких базовых технологий, которые сегодня серьезно меняют процессы для многих индустрий. Таким образом, инновационная технология блокчейн поистине уникальна. Система может использоваться во всех процессах жизнедеятельности и даже применяться для защиты от мошенников в банковской сфере. Ну, например, там база данных, я не знаю, ненадежных плательщиков кредитов, к примеру, да? То есть банки были бы, или аферистов, которые приходят и берут кредиты в разных банках, и из-за того, что в этом банке уже знают его, а в этом еще не знают, у него есть возможность в этом банке, где о нем не знают, получить вот такой вот кредит или там какие-то деньги. Если банки будут эту информацию между собой делиться этой информацией, то в этом случае, как только появляется информация у одного банка, она сразу же появляется во всех остальных. То есть запись происходит сразу во все эти базы данных одновременно. Пока большинство проектов находится на стадии разработки, в республике прилагают массу усилий, чтобы ускорить процесс их внедрения в повседневную жизнь казахстанцев. Для этого организовывается множество мероприятий, таких как Open Innovations Days, который недавно прошел в Алматы. В ходе обсуждения эксперты подняли ряд проблем и обозначили перспективы, связанные с внедрением блокчейна. Основной упор сделали на применение систем в сфере финансовых технологий. По нашему мнению, это такой эволюционный процесс, который произошел, потому что мы все прекрасно знаем, в частности, финансовую сферу, что да, есть очень многие вещи, которые как консервативно жили и существовали, но технологии не остановить, соответственно, согласно вот этому эволюционному процессу появились новые инструменты, которые позволяют это делать, и блокчейн одна из них. Мы действительно верим, что блокчейн может сделать мир безопаснее, как говорим, чище и лучше. В том, что блокчейн может кардинально изменить финансовую систему, уверены и основатели казахстанского блокчейн-сообщества, которое начало свою работу весной этого года. Главное направление в деятельности организации – обучение работы с криптовалютой, которая тоже развивается на базе технологии блокчейн. Сообщество стало одним из основной целью – это научить людей, поделиться знаниями в сообществе и дать людям, чтобы они могли понимать, что такое настоящая криптовалюта, что такое не криптовалюта, как вас могут обмануть. Мы хотим, чтобы повысить грамотность этих людей, чтобы они не попадались на уловки мошенничества, они не теряли свои деньги и могли сохранить и приумножить свои средства. Для достижения намеченных целей Батырбек Омаров вместе с командой единомышленников создали обучающий курс, в котором подробно рассказывают о том, как пользоваться криптовалютой. Кроме того, активно занимаются разработкой приложения, которое будет работать на базе блокчейна и позволит производить оплату с помощью электронных денег. Мы разрабатываем одно приложение, в котором можно будет за криптовалюту оплачивать в заведениях, покупать вещи, либо расплачиваться за еду, за одежду, неважно что. Это приложение будет именно ориентироваться на рынок Казахстана. Серию образовательных семинаров планирует провести Международный финансовый центр «Астана». В рамках этих занятий сотрудники МФЦА, работники банковских структур, государственные служащие, интернет-предприниматели и энтузиасты блокчейн не только получат теоретические знания о технологии, но и создадут первые наработки для реализации своих идей под руководством опытных программистов. Интеллектуальный блокчейн-центр планирует запустить на базе стартап-хаба, задействованном в проведении Экспо 2017. Планируется приглашать ребят не только из Казахстана, из разных стран, стартаперов, разработчиков, которые будут, соответственно, делать проекты, которые МФЦА будет потом в своих бизнес-процессах использовать. То есть вот основная идея такая. Мы здесь технологический партнер, то есть мы предоставляем облачные свои ресурсы, возможность их использовать. Мы методические какие-то даем, методическую помощь, то есть если в проектах нужно обучение, нужны тренеры, может быть, разработчики наши, тоже мы можем их привлекать и помогать, соответственно, эти проекты реализовывать. Пока применение программного обеспечения на базе технологии блокчейн не так масштабно. Многие разработчики еще только в процессе адаптации системы под текущие бизнес-процессы. Однако прогнозы аналитиков на этот счет весьма позитивные. По мнению специалистов, уже к 2020 году объем рынка этих программ будет оцениваться в $20 миллиардов, показывая ежегодный рост в 58%.